Дорогие мои друзья, подписчики, а также гости нашего канала, я очень рад вас приветствовать на нашем канале Политгараж. Как всегда с вами. Друзья, огромное вам всем спасибо за то, что вы смотрите, остаетесь на нашем канале, за то, что оставляете комментарии. Очень приятные. У нас практически на нашем канале не бывает отрицательных комментариев, но очень-очень прям редкость. И это очень сильно радует. Друзья, огромное вам всем спасибо за то, что вы поддерживаете наш канал, за то, что вы смотрите нас, за то, что подписываетесь и оставляете свои комментарии. А у нас сегодня новая тема. Друзья мои, в наш город пришла осень. Грубо говоря, она уже пришла. И тут можно даже в этом не сомневаться. Я вот сниму для вас небольшой ролик, который подтвердит все мои слова. Да вы и сами прекрасно об этом знаете, потому что, судя по березкам, осталось им буквально недельку-другую, и вся земля будет усеяна желтыми листьями. Смотрим. Друзья, заснял для вас осенние мотивы. Я бы даже сказал, что они еще не совсем осенние. Я ожидал, что в лесу прям совсем все пожелтело. Нет, еще более-менее нормально, все терпимо. Это Интеровская трасса, кто не знает. Отъехал я никуда, в принципе, не отъехал. Вот он город. То есть в черте города, в принципе, можно застать вот такую вот красоту.
Ребята куда-то пошли, я не знаю, где тут можно куда гулять, если только может перейти через низину и выйти в Заречном, но опять-таки далековато, мне кажется, проще все-таки на автобусе доехать. Друзья мои, вот такая вот красота у нас в лесу, но могу вас немножко расстроить, да вы сами прекрасно об этом знаете, помойка на помойке. Ну вот, честно сказать, вот такие нерадивые предприниматели, строители и всякая разная другая братья, которая вот не любит вывозить мусор на свалку городскую. Там же надо денежку платить. К сожалению, засоряют окружающую среду мусором строительным и всяким разным. Какие-то бочки, колеса и чего там только я не встретил. Обидно и видно. Ну, видимо, ничто не научит нашего брата, любить природу, уважать себя и окружающих. Таким образом, вот, нанося практически необратимый вред нашей природе якутской. Да, конечно, чуть подальше, если отъехать, там лес, там вроде как и совсем нет мусора. Но этот мусор, конечно, не за один день появился, он накапливался. Поэтому, друзья мои, не будьте свиньями, пожалуйста. Выносите свой мусор, сортируйте пластик отдельно, бумагу отдельно. Несите все на мусорную свалку. У вас во дворах есть специализированные контейнеры для этого. Давайте будем жить нормально и любить свою родину, свою природу, окружающую среду. Друзья мои, российский флаг, видимо, в преддверии выборов, смотрите, огромнейший, наверное, 3×6, не меньше. Огромный флаг на клинике Lotte Farm. Как обычно, к любому крупному празднику российскому флаги обязательно вывешивает. Эдуард Викторович, огромный вам привет от нашего канала, респект и спасибо от всех моих подписчиков. Они, кстати, были очень сильно удивлены, когда на 9 мая мы увидели огромный флаг Знамя Победы. А мы с вами приехали к светофору, который все никак не может открыться. Я не знаю, какие там проблемы. Что такое, что мешает открыть этот замечательный магазин. Я вот сегодня опять поехал и прикупил для своих нужд сахар, чай и различные другие продукты, кофе. Это я все для автосервиса. Так, друзья мои, опять вот мы с вами, если вы поняли, да, мы с вами на Верхнем поселке проехались до асфальтобетонного завода и с вами, наверное, сейчас быстренько пролетим до АЗС, городской заправки, и посмотрим, почем нынче бензин. Заодно заправимся, надо литров 20 бахнуть в бензобак. Смотрите, какое красивое голубое небо, вот настолько это приятно наблюдать. Вот кто не знает, тот не знает и не понимает вот этого счастья, когда над нашим городом мирное голубое небо, когда не чувствуется в воздухе запах гари, дыма и видимость 200-100 метров, а то и бывает и 50 метров. Это, конечно, не передать. Бензин 92 57 рублей, 95 57,80. Дизельное топливо 61 рубль 70 копеек. Ого, какая очередь образовалась. Так, нам некогда. Мы в следующий раз заправимся. Мы с вами, наверное, сливают бензин, может быть, поэтому и образовалась такой заторчик. Все, поехали, друзья мои. Какое интересное облако повисло над городом. Друзья, огромное всем спасибо за то, что вы посмотрели наш последний ролик.
о пожарах Якутии, пожарах в Свердловской области и других регионах России. Друзья, поддерживайте канал, поддерживайте наших блогеров, которые снимают для нас замечательные такие новостные сюжеты, каждый из своего региона. Мы своими просмотрами, лайками, дизлайками и комментариями поддерживаем это движение в поддержку тушения пожаров, а именно в поддержку того, что наше государство должно каким-то образом все-таки обращать на нас внимание и не забывать, что мы тоже люди, мы тоже здесь живем, мы тоже дышим этим чистым воздухом, хотим дышать чистым воздухом, а не дымом. Понятно, что все теперь ссылаются на то, что пожары там, это все природные явления. Да, я вот, кстати, хотел вам, если вам это будет интересно, друзья мои, я вам в конце ролика, я там нашел на специальном канале очень интересный сюжет. Сюжет по поводу того, что происходит на нашей планете, как это происходит, по какой причине. Может быть, это опять-таки чисто индивидуально чье-то мнение, но канал, который вещает, это достаточно серьезный, достаточно такой не коррумпированный, и я думаю, что вам это будет интересно. Посмотрите, пожалуйста. Вот. В конце моего ролика обязательно туда вставочку такую сделаю. Извините, что она может быть затянуться, но я постараюсь из нее вырезать основные, самые интересные моменты. Мы с вами проезжаем Вилюйское кольцо. Здесь чего это тут? Не знаю чего. Так, здесь что-то собрались все гаишники нашего города. И чего-то они тут решили... Не знаю, что они тут решили делать. Мы, наверное, сейчас вот здесь вот машину оставим. Пойдем посмотрим, что там произошло. То ли ДТП какое-то произошло, то ли что, непонятно. Я сейчас обогнала. Все, ГАИ собрался. А что случилось, не знаешь? А хуй, на тонировке вроде, блядь. Короче, глупость какая-то. Из-за тонировки надо было собирать весь полк ДПС нашего города. Все, ДПСники разъезжаются. Видимо, ничего серьезного здесь не произошло. Пока я ходил в магаз, короче, меня заблокировал автобус номер 51. Зараза. Нашел же, где встать, а? А я тоже, блин, возле этого зазеркалья припарковался. Эх, будем ждать. Ну, судя по всему, какая-то просто неприятность приключилась. Может быть, кто-то начал бурагозить немножко. Ну, и они вызвали подмогу сразу же. Приехало аж 4 или 5 ДПСных машин.
Ну ладно, друзья мои, на этом наш выпуск сегодняшний заканчивается. Если вам все понравилось, пожалуйста, вот такой лайк поставьте, пожалуйста, в конце. И подпишитесь на наш канал. Не забудьте, обязательно подпишитесь, если вы еще не нажали кнопочку подписаться внизу. И нажмите на колокольчик. Всегда будете в курсе последних событий. Фиксированная камера. Лимит скорости 60. Всегда будете в курсе последних событий на нашем канале. До новых встреч! От одного вида из космоса на нашу планету перехватывает дыхание. Сегодня орбитальные спутники позволяют рассмотреть Землю в абсолютно исключительных подробностях. Камеры спутников передают изображения со всех уголков планеты. Она предстает для нас в новом свете. Сравнивая снимки, сделанные на протяжении дней, недель и лет, можно увидеть, как меняется Земля. Снимки из космоса показывают, как растут города, как сокращаются природные ресурсы, как леса превращаются в пустыни, а пустыни превращаются в леса, как тают ледники. Облик планеты меняется быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества. Благодаря новым технологиям мы можем проследить темпы этих изменений и понять, что оказывает на нас влияние. Используя камеры на Земле, в воздухе и в космосе, мы можем показать историю жизни на нашей планете совершенно в ином ракурсе. Со спутников ученые видят на Земле то, что прежде было невозможно, и делают удивительные открытия в самых удаленных местах планеты. Сегодня и мы с вами посмотрим на все это великолепие. Поехали! Люди обосновались на всех участках суши на планете, и масштабы нашей колонизации заметны лучше всего ночью. Ученые совместили снимки, чтобы показать, как планета выглядит в ночное время. По ее поверхности простираются города и мегаполисы. С помощью снимков и видео, сделанных за многие годы, можно увидеть, как быстро растут города. За последние 40 лет Лас-Вегас увеличился втрое и более чем в 2 раза со времен выхода фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Его пригороды разрастаются по пустыне Невады. Большой Токио. Здесь живет 38 миллионов человек. Официально больше, чем в любом другом городе мира. Всего за 35 лет рыбацкая деревушка Шэньчжэнь в Китае превратилась в город с населением в 10 миллионов человек. С 9 соседними городами он образует гигантский мегаполис площадью более 50 тысяч квадратных километров, который населяет более 60 миллионов жителей. Человек захватывает все больше земли, вытесняя природу. День ото дня границы городов раздвигаются, а важнейшие очаги природы сокращаются. В Южной Америке деревья вырубают под пашни. В районе Амазонки от некогда обширных лесов остались зеленые участки, охраняемые местными племенами. На Мадагаскаре, судя по снимкам, за 30 лет осталось лишь 20% лесного массива. Из-за недостатков деревьев почву ничто не удерживает, и красная глина попадает в реки, а затем в океан, как будто Мадагаскар истекает кровью. Острова Индонезии – густой тропический лес, где произрастают тысячи растений и живут тысячи видов животных. Из космоса видно, что он исчезает. По всей Индонезии исчезают большие участки леса. На одном из видов это отражается особенно пагубно – на орангутангах, которым без деревьев никак не выжить. За день в поисках фруктов они могут проделать путь в 3 километра, ни разу не коснувшись земли. Но теперь им попросту становится негде жить. В этом лесу самая большая популяция орангутангов на планете, но съемка со спутников показывает, что леса исчезают. Последние участки ареала орангутангов окружают ряды полей, бесконечные ряды пальм. Из их орехов добывают пальмовое масло, которое можно найти в половине всех товаров всех супермаркетов мира. В зубной пасте, в печенье, в помаде и в мыле. За 20 лет орангутанги лишились более 80% своего лесного обиталища. Из-за масштабов и темпов уничтожения лесов сдерживать исчезновение их дома почти невозможно. Мировое обезлесение грозит вымиранием не только диким животным. Но, к счастью, тут на помощь приходят спутники, они позволяют отслеживать процесс обезлесения и радикально влиять на борьбу с незаконной вырубкой. Власти могут следить за лесами и принимать меры гораздо быстрее. Человек уничтожает в своих целях не только леса. Мы нашли применение всем природным ресурсам. В Германии расширяется карьер, поставляющий электростанциям 30 миллионов тонн бурого угля. В Чили посреди бескрайнего солончака появляются синие пятна. В испарительных прудах собирают литий, предназначенный для батарей в наших мобильных телефонах и электрокарах. Использовав ресурсы для нужд промышленности, мы оставляем после себя отходы. Тысячи списанных самолетов ржавеют в Аризонской пустыне. Крупнейший парк авиатехники
техники в мире более 4400 единиц. Складировано и 40 космических кораблей. Суммарная стоимость имущества превышает 35 миллиардов долларов. Здесь проходили съемки фильмов «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», а также «Трансформеры. Месть падших». А это кладбище кораблей. Сотни судов выстроились у берегов Бангладеш в ожидании утилизации. На подобные стоянки корабли заходят уже не снижая скорости. Береговая полоса этого кладбища тянется на 20 километров. А вот черная мозаика в песках Кувейта. Сложно поверить, но это кладбище миллионов автомобильных шин. Почти во всех видах производства происходит выброс газов. Поднимаясь в атмосферу, они скапливаются и поглощают тепло, исходящее от Земли. От этого планета нагревается. По мере роста температуры воздуха вода испаряется интенсивнее, образуя больше облаков и штормов. Взгляните на океан. Облака приходят в движение, они закручиваются в воронку и вихрем несутся по поверхности воды, набирая скорость. Ураганы. На побережье Мексиканского залива США обрушивается в среднем 1 ураган в год. Но жилье на берегу не теряет в цене. Со спутника над заливом мы можем видеть то, чего не видят местные жители. В 800 километрах сформировался ураган. Как и всем крупным ураганам, ему присвоили имя – Харви. 300 километров в диаметре, сила ветра достигает 100 миль в час. По прогнозам, Харви достигнет суши уже через 8 часов. Куда он обрушится, можно понять, проследив его путь с помощью спутника. Там, где побывал Харви, мы наблюдаем последствия катастрофического наводнения. Прошел дождь, ливший со скоростью 120 сантиметров в час. Харви – самый мощный ураган в США за 12 лет, и он принес больше осадков, чем любой другой в Америке. Но он был не последним, после него были Ирма, Хосе и Катя. Это был один из самых разрушительных ураганных сезонов в истории. По прогнозам, в результате перегрева планеты ураганы усилятся, но с помощью спутников мы можем отследить траекторию ураганов и подготовиться. Учащаются не только ураганы. Еще одно стихийное бедствие оставляет отпечаток на облике планеты. Калифорния, 2018 год. Выжженная земля площадью более 1400 квадратных километров. Такие пустоши образуются в Америке и других странах каждое лето. Вы никогда не задумывались, почему происходят пожары в лесах и полях, и именно летом? Благодаря взгляду из космоса мы можем узнать одну из главных причин их появления. Посмотрите на планету ночью. По всему миру что-то загорается и сверкает. Каждую секунду на Земле молния бьет до 50 раз. При каждом столкновении с поверхностью удар тока выбивает опасные искры. Только в одной Северной Америке молнии вызывают более 10 тысяч пожаров каждый год. По мере глобального потепления их число растет. Пожары необходимо отслеживать для адекватных и своевременных мер. И это легче всего делать из космоса. Камеры отслеживают пожар почти в реальном времени, позволяя прогнозировать его направление, площадь и скорость распространения. Это помогает тем, кто отправляется тушить его в самое пекло. Получив данные со спутников, пожарные парашютисты могут прибыть на место за 7 минут. Чтобы остановить пожар, пожарные вырубают деревья, лишая огонь горючего. В последние годы пожары свирепствуют как никогда. К счастью, все не так плохо. Новые деревья начинают расти на месте старых. На инфракрасных снимках леса видно, как выжженный лес из бурого становится зеленым всего за 3 года. Не все типы лесов могут так быстро восстанавливаться. Из-за нашей деятельности число пожаров увеличивается, потому мы обязаны удерживать их под контролем. Спутниковые камеры позволяют следить за состоянием планеты, выявлять стихийные бедствия. Однако на снимках видно и то, как в разных частях света человек пытается возместить ущерб. К востоку от Англии в море появляются белые точки. Это один из самых больших в мире морских парков ветрогенераторов, снабжающий энергией 500 000 домов. В Китае из космоса видно 2 огромных панд. Это солнечные батареи. Намного более экологичная альтернатива угольным электростанциям. А в Танзании, Африка, лес был вырублен под сельское хозяйство. Из-за недостатка деревьев начались оползни и наводнения. На местных жителей обрушились страдания. В итоге был начат проект возвращения леса. Это сработало. Леса выросли заново, опустошенная земля вернулась к жизни. Оползни остановились, и наводнения больше не грозят. В этом крошечном уголке планеты экологи и местные жители доказали, что, работая сообща, можно достичь многого. И эта перемена настолько разительна, что ее можно рассмотреть даже из космоса. Благодаря спутникам мы можем следить за самочувствием Земли, видеть, где она процветает и, что еще более важно, где ее баланс пошатнулся. Из бездны космоса наша родная планета кажется голубой, но теперь, благодаря развитию технологий, спутниковые камеры различают целый калейдоскоп невероятных цветов, что позволяют нам совершенно по-иному взглянуть на самые удивительные природные явления Земли. Весна. Океан у побережья Аляски начинает меняться. В нем появляются огромные на сотни километров зелено-бирюзовые вихри. Это цветение планктона.
а форму им задают течения. Эти огромные вихри создаются одними из самых крошечных форм жизни – микроскопическими организмами, пережившими зиму. И теперь под весенним солнцем они множатся миллиардами и преображают океан в таких масштабах, что это можно увидеть лишь из космоса. Это происходит по всему миру. Цветение планктона не просто часть пищевой цепи океана. Его микроскопические организмы вырабатывают кислород. Изучив размеры этих вихрей, ученые пришли к выводу, что планктон вырабатывает половину всего кислорода на планете. Он важен для нас не меньше, чем растения. Так что с 2015 года нам известно, что не только леса, но и эти цветные вихри в океане можно назвать легкими Земли. Спутниковые камеры радикально изменили научный подход к исследованию природы. В крошечных цветовых пятнах в самых отдаленных уголках Земли можно увидеть животных. Моря в Южной Атлантике, омывающие остров Бёрд, настолько опасны, что со спутников их изучать безопаснее всего. Ученых интересуют эти белые точки. Это вымирающий странствующий альбатрос. А в Антарктиде, на островах Дангер, россыпь розовых камней привлекла внимание к одной из крупнейших колоний пингвинов, которые стерли тут всю растительность. Ученым достаточно цветных снимков, чтобы установить, сколько особей живет на этих островах. Им даже не нужно собирать экспедицию. В июле берега Восточной Африки окрашиваются в розовый. Это огромные стаи малых фламинго. Они прилетают сюда найти пару. Весь год эти яркие стаи перелетают в поисках еды от одного озера к другому. С Земли их очень сложно отследить, но теперь ученые могут находить розовые пятна прямо из космоса, вычисляя маршруты фламинго и их численность. Но не все цвета на Земле видны из космоса природного происхождения. Влияние человека также сильно бросается в глаза. В Массачусетсе на заболоченных полях созревают миллионы килограммов клюквы. Область залива Сан-Франциско похожа на радугу. Вода в прудах-испарителях. Разные цвета, разные этапы производства соли. В пустыне Гоби на солнце сушат миллионы красных перцев чили. В пустынях Юты видны ярко-голубые пруды. Их создали, чтобы добывать из земли карбонат калия. Весной поля Голландии пестрят разноцветными штрихами. Миллионы тюльпанов. 60% мирового урожая тюльпанов собирают на этих полях. Через несколько недель цветы и их цвета исчезают. Каждую весну огромная область на юго-западе Китая окрашивается ярко-желтой краской. Это расцветают миллиарды цветов рапса. Из этих цветов производят почти 20% всего рапсового масла в мире. Это преображение настолько масштабно, что единственный способ запечатлеть его целиком – из космоса. Люди меняют облик нашей планеты. Это особенно хорошо заметно ночью. Теперь огни наших городов рассеивают даже непроглядную ночную тьму. Недалеко от берега Южной Америки, прямо в океане, видно странное свечение, будто в океане находится какой-то город. У края территориальных вод Аргентины сотни ярких огней. Что же это? Это огни судов, принадлежащих ловцам кальмаров. Здесь для них буквально золотое дно. Каждую ночь миллионы кальмаров поднимаются из глубин и кормятся у поверхности. Поэтому рыбаки их могут ловить только ночью. Животные плывут на свет луны. Но аргентинские рыболовы обманывают кальмаров, создавая фейковую луну благодаря мощному электрическому свету. В результате кальмары плывут в западню. Такой способ ловли разрешен в международных водах. Но чрезмерный вылов приводит к тому, что многие виды вымирают. Все усугубляется наличием множества браконьеров в этих водах. К счастью, с помощью снимков со спутников многих из них удается быстро поймать местной полиции по охране вод. А все потому, что включенный свет на корабле, который плавает за пределами разрешенных мест для ловли кальмаров, тут же становится виден из космоса, и полиция сразу понимает, где находится нарушитель. По всему миру тропические побережья окремлены коралловыми рифами. Но в некоторых местах можно увидеть интересную закономерность. Бледные ореолы окружают темные островки кораллов. Почему же так происходит? Почему вокруг кораллов образовываются мини-пустыни? Используя снимки со спутников, ученые обнаружили эти ореолы у рифов по всему миру. Поняв причины их возникновения, мы можем следить за здоровьем наших океанов. Объяснение простое. Рыбы, которые живут на коралловых рифах, не могут далеко отплывать от коралла, так как иначе их могут сожрать хищники. Потому им приходится добывать еду вокруг коралла, выискивая добычу на дне. А когда подплывает большой хищник, они сразу прячутся в коралл. Вот из-за того, что рыбы обгладывают все вокруг кораллов, и образуются такие круги пустого песка. Эти круги свидетельствуют о том, что и хищники, и их добыча в порядке, равновесие есть. В местах, где эта картина исчезает, вероятно, произошло снижение числа хищников. Эти нимбы ученым позволяют наблюдать за балансом на рифе прямо из космоса. Невероятно. Это джунгли Конго в Центральной Африке.
Дом для тысяч видов животных. Из космоса он больше похож на зеленое одеяло. Только если мы присмотримся к одному из удаленных уголков, мы увидим странную фигуру на изображениях спутника. Десятки тропинок выходят из близлежащего леса. Эта фигура была создана самыми могучими обитателями Конго – слонами. Большую часть жизни они прячутся в густых джунглях, но проходят сотни километров, чтобы оказаться здесь. Это не просто слоны, это лесные слоны. Местные называют это место Дзанго-Бай – деревня слонов. Лесные слоны проводят жизнь в маленьких семейных группах, но сюда приходят до 150 особей каждый день. В их рационе из листьев и лесных фруктов не хватает минералов, а в этом месте натрий, калий и кальций находятся прямо у поверхности. Бивнями они вспахивают почву, а хоботами продувают воду. Так эти слоны буравят сеть скважин, через которые затем добывают минералы из-под земли. За сотни лет постоянного бурения и движения слонов эта поляна значительно увеличилась. Сегодня она более 500 метров в длину и отчетливо видна из космоса. Однако будущее этих слонов туманно. За последние 20 лет больше половины лесных слонов были истреблены браконьерами. Однако камеры в космосе могут помочь. Ученые используют изображения со спутника, чтобы найти и другие пастбища лесных слонов, защитить их от браконьеров и сохранить их уникальные сообщества. Благодаря снимкам из космоса мы понимаем, что не только человек, но и животные способны менять ландшафт планеты. Обширные регионы Южной Америки покрыты пышными тропическими лесами. Но на северо-восточном побережье Бразилии лес перемежается с совсем другими пейзажами. Зелень буквально поглощается песком. 1000 лет океан разбрасывает его на берег, а ветер разносит по материку. Эти песчаные дюны занимают более 800 квадратных километров. Температура раскаленного песка на поверхности достигает 80 градусов по Цельсию. Чтобы здесь выжить, нужно быть крепким орешком. Пенинга – черепаха. Она вышла из леса и направляется в самое сердце этой пустыни. Казалось бы, это безумие. Передвигаясь днями напролет под палящим солнцем, каждый шаг по мягкому песку лишает ее драгоценных сил. Без еды и воды она не протянет здесь долго. Но она отправляется в путь не просто так. Это сезон дождей. И в этих дюнах дождь меняет все. Только из космоса мы можем увидеть масштаб этих перемен. Раз в году дождевая вода затопляет пустыню, создавая тысячи лагун свежей воды. И в этих лагунах начинает кипеть жизнь. Под слоем песка находятся камни, которые останавливают воду, создавая пейзажи, которых нет больше нигде на Земле. За этим черепаха и пришла. Лагуны увеличиваются, и сюда приплывают рыбы из близлежащих рек. Ими черепаха и будет питаться неделями. Но вода не останется здесь навсегда. Эти лагуны быстро испаряются под тропическим солнцем. Десятки обитателей пустыни торопятся извлечь максимум пользы из этих вод. Когда дождь ослабевает, лагуны начинают исчезать, и песок снова покрывает эту область Бразилии. По всему свету силы природы создают загадочные узоры, видимые только из космоса. В Западной Африке кольцо концентрических окружностей, сформированных движением магмы в земной коре. Ветер рисует звездочки на песке в дюнах пустыни Сахара, а в соляной пустыне Ирана от Древнего океана остались только абстрактные завитки, созданные ветром за миллионы лет. В лесах Амазонки тысячи рек рассекают джунгли. Вдоль них развиваются странные арки в форме подковы. Снимки со спутника, сделанные за 30 лет, показывают, как эти узоры появились. Вода пробивает себе дорогу сквозь джунгли. Изгибы реки отсекаются и остаются позади, образуя обособленные озера, называемые старицами. Например, озеро Эльдорадо на севере Перу – особое место для диких животных и местных жителей. Тут живут амазонские ламантины. Обычно они обитают в реках, но там на них открыта охота, потому их численность стремительно сокращается. Но, к счастью, старица обладает всеми признаками реки, но ее обособленные воды спокойные и безопасные. К тому же эти воды охраняются. Сюда на самолетах эвакуируют ламантинов, которым нужен второй шанс. По всему миру каждая река имеет свою уникальную черту. Из космоса кажется, будто тут кто-то разлил на песке расплавленный свинец. В Египте река Нил дарит жизнь пустыне, создавая кайму зелени. В США поток Грин-Ривер за миллионы лет вырезал глубокие каньоны. У подножья Гималаев река Брахмапутра собирает воду из сотен горных источников, создавая канал шириной 10 километров. В Восточном Китае 5 главных рек соединяются, чтобы создать настолько большой водоем, что полностью его можно увидеть лишь из космоса. Озеро Пояньхо. Это необычное озеро. Каждый год, когда наступает засуха, оно начинает уменьшаться. За 3 месяца оно почти полностью исчезает, оставляя огромные области питательной глины.
глины и сотни мелких водоемов. Эта трансформация дает старт крупнейшей миграции на планете. 500 000 птиц слетаются сюда со всей Азии в охоте за добычей, которая на маленьких водоемах плотно скопилась вместе. Через 4 месяца реки, образующие по Яньхо, снова поднимаются, и птицы отправляются назад домой. Реки вымывают на берег большое количество ила, образуют дельты, которые стремятся к океану. На севере России река Лена разветвляется на тысячи открытых каналов, а в Мексиканском заливе дельта реки Миссисипи занимает 10 000 квадратных километров. Но около 10 000 лет назад мы начали создавать собственные узоры. Рядом с хаотичными изгибами, сотворенными природой, появились более ровные формы, разработанные с высокой точностью, чтобы помочь нам прокормиться. Сперва фермерство было возможно только вблизи естественных водоемов, но сейчас даже в самых сухих пустынях выращивают урожай. И одна ферма преобладает. Благодаря поливальным машинам, выкачивающим воду из-под земли, фермам проще орошать круглые участки. На Среднем Западе Америки эти ирригационные круги простираются на сотни километров. Такое интенсивное фермерство может вытеснить диких животных. Но независимо от того, как близко эти круги расположены друг к другу, между ними всегда остаются пробелы. В Миссури фермеров просят оставлять эти участки дикими, создавая места для проживания мелких животных, таких как виргинская куропатка. На краю круга остается ровно столько места, сколько куропатке требуется для выведения потомства. Круги имеют ширину почти в километр. Тут много чего выращивают, например, сою. Сегодня только в США 125 000 круглых полей. Как правило, такие поля находятся в засушливых регионах Африки, США, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и других стран. На спутниковых фотографиях круги можно найти даже в пустыне Сахара. В песках Саудовской Аравии появляется такой же тип полей. Для полива растений тут воду качают с глубины в 1 километр. Людская изворотливость поражает. Буквально на наших глазах человечество начинает выращивать еду посреди пустынь, как в фантастических произведениях. Сельское хозяйство занимает более трети поверхности всей суши. Добавьте к этому территории, на которых стоят наши дома и заводы, и получится, что человек занимает больше половины суши на нашей планете. Миллионы лет силы природы формировали поверхность Земли, но сейчас очевидно, что именно нам решать, как будет выглядеть наш дом в будущем. Одновременно на орбите Земли находится более 1000 спутников. Некоторые из них производят настолько детальную съемку поверхности нашей планеты, что можно увидеть из космоса отдельных животных и следить за их перемещением по Земле. Кения, Восточная Африка – это семейство слонов. Однако из космоса можно наблюдать не только слонов. Спутниковые камеры находят животных по всему земному шару. Дюны в Намибии, Южная Африка, мелкие темные пятна по краю прибоя. Каждая точка – морской котик. Колония включает в себя несколько тысяч особей. Вид сверху на восточноафриканские равнины Серенгети, где ученые контролируют стадо антилоп гну по их ежегодной миграции. С 600-километровой высоты в Нижней Калифорнии, Мексика, можно увидеть под водой серых китов, приплывающих сюда для продолжения рода. Эти новые технологии помогают охранять дикую природу в самых недоступных местах планеты. Антарктида – настолько враждебный и отдаленный континент, что изучать жизнь на нем невероятно сложно. Но теперь спутники позволили изучить каждый квадратный километр его поверхности, что привело к необычайному открытию – коричневые пятна по всему льду. Эти пятна помогли ученым обнаружить один из самых интересных видов – императорские пингвины. Более 10 000 птиц производят огромное количество помета, и именно благодаря нему из космоса были обнаружены эти животные. И теперь, когда ученые знают, что искать, они находят больше колоний. Так было обнаружено 26 новых колоний, что удвоило численность глобальной популяции вида. Как уже было сказано, виды из космоса позволяют нам совершать научные открытия в самых отдаленных уголках планеты. В 2013 году камеры зафиксировали трещину на антарктическом ледяном щите шириной в 450 метров и длиной почти в 200 километров, в настолько недоступном месте, что отследить ее стало возможным только с высоты в 600 километров. Съемка в течение года свидетельствовала об увеличении площади, пока вдруг не отвалилась огромная льдина, в 4 раза превышающая размером Большой Лондон. Речь идет об одном из крупнейших айсбергов в истории. А в Мозамбике, Африка, ученый, сканируя снимки со спутника в приложении Google «Планета Земля», обнаружил затерянный мир, изолированный тропический лес на вершине скалы высотой почти 500 метров, совершенно нетронутый и неизведанный человеком. Теперь туда снаряжаются научные экспедиции в надежде открыть совершенно новые виды, которые, кроме как в этом лесу, больше нигде не обитают.
Но есть и изображения, которые намного сложнее объяснить. Озеро Байкал, Сибирь – самый большой массив пресной воды на планете. Поверхность озера покрыта льдом 5 месяцев в году. Снимки из космоса выявили на льду нечто неожиданное – гигантскую темную окружность. Разбитый лед и талая вода по кругу более 4 километров в диаметре. Ряд таких колец появляется почти каждый год и в разных частях озера, образуя вокруг себя обширные участки расколотого льда. Это катастрофа для обитающих во льдах животных, таких как байкальская нерпа. Этому детенышу нужно пару месяцев, чтобы он достаточно окреп для плавания. Но при появлении ледяного круга детеныш, не имея взрослой шерсти и недостаточно повзрослев для того, чтобы научиться плавать, может оказаться один на льдине или свалиться в воду. Каждый год круги появляются в разных местах. Согласно снимкам со спутника, в других частях озера лед остается твердым. Эти тающие ледяные кольца заинтриговали ученых, и те начали расследование. Сперва все подумали, что это пузыри парникового газа метана, поднимающиеся со дна к поверхности, приводят к образованию этих кругов. Но хорошенько изучив снимки из космоса и проведя измерения подо льдом, ученые выяснили истинную причину появления этих колец. Мощные потоки теплой воды поднимаются наверх и двигаются по кругу, и лед в конце начинает трескаться. То есть в озере присутствуют теплые водовороты, которые циркулируют по часовой стрелке под ледяным покровом. В центре круговорота течение меньше, что объяснило, почему в середине этих кругов толщина льда остается прежней. Ученые пришли к выводу, что водовороты образуются осенью, до того, как озеро замерзнет. Многие люди зимой передвигаются по льду Байкала на транспорте, потому такие круги представляют угрозу для их жизней. К лету весь лед на озере тает, и Байкал начинает выглядеть вот так. Наша голубая планета. Из космоса видно, как вода буквально рисует ландшафт. У побережья Западной Африки океанские потоки расходятся в стороны, будто ветви гигантского дерева. Мы так зависимы от воды, что города всегда возводились у водоемов. Венеция, Гонконг, Лондон. На нашей планете везде, где есть вода, есть жизнь. Ботсвана, Африка. Огромный мерцающий веер в самом сердце пустыни. Водные каналы образовали дельту, которая никогда не достигнет океана, а исчезнет в песках. Тут сверху можно увидеть целую сеть дорог и тропинок, проходящих по заболоченной местности. Перекрестки, развилки, подобие эстакад. Все это скрупулезно сооружено самым необычным архитектором Африки – гиппопотамом. Дельта является домом для самой большой популяции бегемотов Ботсваны. Когда заходит солнце, температура падает, и бегемоты отправляются на поиски пищи. Чтобы достичь лучших пастбищ, иногда приходится проходить более километра. Сквозь густую растительность маршруты к местам нагула ежедневно прокладываются заново. Трехтонные бульдозеры расчищают себе путь. Поскольку все путешествия начинаются из водоема, бегемоты прокладывают себе дорогу по принципу выпускного клапана, позволяя воде и питательным веществам проникать глубоко в дельту. Именно это движение создает каналы, которые поддерживают так много жизней. Эти ходы бегемотов помогли создать разветвленную сеть водных путей, которые распространились на более чем 10 тысяч квадратных километров и превратили пустыню в оазис в самом центре Южной Африки. Древние силы продолжают работать по всей нашей планете, их действие отражается на ландшафте. 1300-километровый шрам рассекает Калифорнию. Разлом Сан-Андреас, возникший в результате смешения тектонических плит в последние 30 миллионов лет. А это знаменитый Большой каньон, один из глубочайших каньонов в мире, прорезанный рекой Колорадо более чем за миллион лет. Сейчас он больше километра в глубину. Самое глубокое его место – 1857 метров. А это скала Улуру в Австралии, гигантский монолит из песчаника, сформировавшийся более 600 миллионов лет назад. Но теперь мы можем видеть изменения земной поверхности почти в режиме реального времени. В южной части Тихого океана два острова, которые всего за несколько недель превратились в один. Все благодаря извержению подводного вулкана. Но, конечно, чаще всего изменения, видные в реальном времени, проявляются благодаря деятельности людей. В Великобритании зеленые поля Гластонбери превращаются в самый культовый фестиваль в мире. В пустыне Невада 50 тысяч человек образуют полумесяц, съехавшись на знаменитый фестиваль «Горящий человек». Изначально тут не бывает вообще ничего, даже воды. Все с собой привозят участники фестиваля. В Ватикане образовываются толпы людей, чтобы услышать речь папы. А паломники со всего мира собираются в Мекке, чтобы вместе поклониться святыням. В центральном Китае, в небольшом городке Дэнфэн, среди ряда зданий видны ярко-красные круги. Это ученики школы кунг-фу Шаолиня. Серия точных движений кунг-фу создает узоры, видимые издалека сверху. Тысячи учеников с идеальной синхронностью движений создают удивительное представление.
Мы отправились в космос открывать новые миры, но только оглядываясь назад, понимаем, насколько особенным является наш дом. Съемка из космоса изменила то, какой мы видим нашу планету. Спутники позволили по-новому взглянуть на самые прекрасные природные явления и сделать неожиданные открытия. Спутники — это мощный инструмент, позволяющий следить за состоянием нашей планеты. Со временем их возможности будут только расти, и неизвестно, сколько еще новых открытий благодаря им мы совершим.